Приложение Easy. Больше шоу и подкастов уже там. Я гей – это естественная часть меня. Среди казахов всегда были представители ЛГБТК+. Ты лесбиянка, которая говорит по-казахски или нет? Я говорю по-казахски, да. Гомосексуальность часто ассоциируют с педофилией. Они заставили его пройти через какую-то операцию на мозг. Папа бьет, позвали мулу. Всем привет, с вами Рышкина и подкаст «Смеялись и плакали». Сегодня у меня в гостях прекрасные и замечательные ребята. Обсуждать мы будем очень сложную и болезненную тему. И давайте я вас сначала представлю. Мирей Кулмырза, координатор, да? Или проектная менеджерка в Education менеджер, Community. да. Иду комьюнити. Мутали Мескел. Я правильно сказала? Мескел? Да, Мутали Мескел. И Мира Унгарова. Авторы подкаста «Квирный сквирт». Да, все верно. Вот. Ну и, конечно, естественно, мы говорим сегодня о ЛГБТК+ активизме, о сообществе ЛГБТК+ в Казахстане и о молодежи. Количество, которое мы, к сожалению, не знаем, да, мы не понимаем, о каком количестве людей мы говорим. Что мне нравится и почему мне захотелось позвать вас к нам в гости, потому что мне кажется, что ваше поколение квир-людей отличается от поколения моего, от гей-сообщества моего возраста, потому что среди геев старшего поколения принято, и я сейчас попробую это сформулировать в короткое предложение, принято реализовываться вопреки тому, что ты гей. Вот я в этом почему-то твердо уверена, я это знаю по своим друзьям, да, по своим знакомым. А что мне нравится в молодежи, что они имеют возможность и находят в себе смелость, несмотря ни на что, реализовываться не вопреки тому, что они геи. Да? Я гей, но я могу подстроиться под ваше общество. А я реализовываюсь в том числе, потому что я гей – это естественная часть меня. И поэтому мне хочется поговорить именно с вами, а не со взрослыми людьми, потому что вы по-другому смотрите на мир и пропагандируете, я сейчас использую это дурацкое слово, пропагандируете здоровый взгляд на себя и на мир. Вот. И поэтому спасибо вам большое и спасибо за то, что пришли ко мне сегодня. Супер, спасибо, что позвали. Расскажите немножко, вкратце о своих проектах, и давайте попробуем углубиться в проблематику. На самом деле, тема очень серьезная, да, она очень болезненная, потому что, несмотря на то, что мы, вроде бы, кажется, живем, головой глубоко в 21 веке, да, и чувствуем себя людьми мира, и окружаем себя такими же людьми, на самом деле ЛГБТК+ сообщество в Казахстане до сих пор находится где-то в тени, это какая-то маргинальная часть, теневая часть казахстанского общества. Ни общество, ни власть, никто не хочет видеть этих людей такими, какие они есть. Да? Но и часто происходит, к сожалению, такое, что до сих пор эти люди подвергаются преследованию, их хейтят. Я бы хотела узнать ваши истории. Сталкиваетесь ли вы с хейтом, да, в свою сторону, с угрозами, с преследованиями? Потому что, насколько я понимаю, мониторя информационное пространство, к сожалению, это преследование есть. И доходит вплоть до того, что люди сталкиваются даже с преследованием со стороны правоохранительных органов, которые на самом деле должны их защищать. Можете рассказать, про свои проекты, про то, что вы делаете, и как часто вы испытываете какую-то нелюбовь в свою сторону? Я являюсь проектной менеджеркой в частном фонде Education Community, и наша миссия как раз-таки заключается в предоставлении возможностей для правового, психологического, устойчивого, финансового развития ЛГБТК+ сообщества в Казахстане и создания более таких безопасных пространств для нашего квир-сообщества. По поводу угроз, на самом деле, я буду сегодня говорить от лица нашей организации, поэтому на нашу страницу часто пишут хейтерские комментарии и так далее. В последнее время нам стали писать комментарии с отметкой Токаева, еще разных правоохранительных органов, и указывая на то, что обратите внимание, занимаются ребята пропагандой ЛГБТ в Казахстане, да? Займитесь, куда вы смотрите и так далее. То есть угрозы есть, хейт есть, но, несмотря на это, мы все равно работаем.
И даже президент, бедный президент, его вообще совершенно везде тегают во всех проблемах. Мутали, расскажи, пожалуйста, у тебя был YouTube-проект Kazakh Queer, правильно? Ну, вообще, Kazakh Queer, он не YouTube-проект, это проект в Инстаграме и в ТикТоке. То есть это проект про ЛГБТК, секс, дейтинг и отношения, но он полностью на казахском языке. Вообще, это первый и единственный пока что у нас в Казахстане такой проект. Да. Вот. На Ютубе, для Ютуба я делал, придумал, спродюсировал, срежиссировал видеопроект «Квир по-казахски». Это проект про такое переосмысление казахстанской идентичности через квирную призму. Вот, я туда пригласил 6 исследователей, которые исследуют фольклор, социологию, антропологию, права человека. И вот мы с ними обсуждали, вообще были ли когда-то среди представителей казахов ЛГБТК+, вот, и какие причины сегодняшней гомофобии в Казахстане, и что мы можем сделать для того, чтобы ее искоренить. И, соответственно, когда ты занимаешься такими топиками, да, вот, и то есть вообще вопрос деколониальности, он для меня тоже очень остро стоит, и я, то есть во всех своих проектах, то есть деколониальность и квирность, они очень у меня тесно связаны, потому что мне очень важно показать то, что среди казахов всегда были представители ЛГБТК+, они есть, и они всегда будут, от этого мы никуда не денемся, Конечно. и нашему обществу уже пора просто это принять, перестать сопротивляться этому. Когда ты задеваешь такие темы, да, то есть например, я притрагиваюсь к чему-то сакральному, да, так Да, скажем. это всегда что-то сакральное, к сожалению. Для многих, конечно же, в нашей стране это уму непостижимо, и, соответственно, очень много хейта, даже когда я запустил Kazakh Queer в прошлом году, да, очень много угроз, и, то есть, и даже вот в начале этого года мы пережили атаку ботов в Kazakh Queer. Вот, и мне кажется, что здесь есть такое, да, какое-то более-менее устойчивое мнение, что, окей, ЛГБТК+, вы можете говорить на русском языке, да, но на казахском вы говорить не можете. Как будто бы нет геев-казахов. Абсолютно. Как будто бы они даже... Это, на самом деле, это чудовищно страшно, когда людей как будто бы, да, лишают своего собственного языка. То есть ты не такой, это наш язык, это язык, на котором говорим мы, а ты на нем говорить не можешь, потому что ты не такой. Это отвратительно. Да, и это последствия колониальности в первую очередь, потому что казахский, он считается таким, он как будто застрял. То есть он такой, вообще вся казахскость, она ассоциируется только с чем-то традиционным. И что есть казахскость только вот такая, и иначе она быть не может. И, соответственно, ЛГБТК вообще, да, в целом, вся эта идея, она не вяжется с этой казахскостью, и поэтому у людей диссонанс. Это очень круто, что ты исследуешь этот вопрос и показываешь, да, другую сторону, говоришь, что это последствия колониальности. Вот в своем видеопроекте, да. То есть это это основной фокус. Донести до людей то, что вот к чему приводит колониальность, и нам нужно что-то уже переосмысливать, потому что если мы этого не будем делать, так скажем, наш северный сосед не дремлет. Эти темы, на самом деле, действительно очень связаны, да, потому что в России приняты совершенно все чудовищные законы, абсолютно запрещающие, да, опять же, это странная чудовищная формулировка пропаганда, да, ЛГБТ. Люди там находятся, квир-сообщество, то есть это уже напрямую прям ты не застрахован нигде, даже если ты не будешь открытым геем, ты все равно можешь быть преследуемым, потому что само государство и законы, которые там приняты, они уже делают тебя не просто изгоем, да, а недопустимым человеком в этой стране. Это отвратительно. И странно, что, с одной стороны, мы сейчас переосмысляем свою собственную историю и зависимость от России, да, от того, что это чудовищное советское государство с нами сделало, а с другой стороны держимся за это, как за какие-то скрепы. Это очень круто, то, что ты делаешь. Спасибо. Мира, расскажи, пожалуйста, про себя. Да, Галина, как ты уже упомянула, я создательница подкаста «Квирный сквирт» про ЛГБТК плюс секс-просвет в Центральной Азии, где мы вместе с Мутали соведущие, также мы по совместительству изначально друзья. Я очень рада, что он согласился вести со мной «Квирный сквирт». И мы уже в
выпустили первый сезон, и мы сейчас на половине нашего второго сезона. Вот. И также я контент-креаторка, я делаю контент для своих социальных страниц, для Инстаграма, ТикТока в основном. Вот, я вещаю на квирные темы в основном, потому что это большая часть моей идентичности, потому что я уже достаточно долгое время, 5 лет уж точно, я открытая квирная персона. Я не знаю насчет лейблов, терминов в отношении себя, но, короче говоря, я в лесбийских отношениях. Вот. И да, также в моем блоге можно увидеть лайфстайл, стиль, макияж и всякие такие прикольные трендовые штучки. Ты говоришь на казахском языке? Ты лесбиянка, которая говорит по-казахски или нет? Я говорю по-казахски, да. Но, конечно, к сожалению, вся эта тема с колонизацией, с русификацией, она тоже затронула и мою семью, поэтому изначально у меня, тоже были травмы, связанные с казахским языком, с моей национальной идентичностью. И как раз-таки вот последние пару лет я очень активно тоже поднимаю эту тему, потому что она тоже для меня очень релевантна. Насколько часто ты сталкиваешься с хейтом в свою сторону? На самом деле, не так часто, хотя, казалось бы, да, я открытая, я не скрываю свои отношения и в целом свою идентичность, но не так часто. Правда, бывали, конечно, случаи такие яркие. Например, в этом году, 1 июля, у нас в Алматы проходил Прайд. Это была закрытая вечеринка для ЛГБТ-комьюнити, также для союзников гетеросексуальных. Вот. Ну и мы просто праздновали месяц гордости. Вот. И я сняла это мероприятие. Я старалась без чужих лиц. Вот. И мое видео пустили по телеграм-каналам казахстанским. И там было просто сотни тысяч просмотров, негативных, ужасных, насильственных комментариев, реакций. И потом началась кибератака на мою страницу в Инстаграме. Вот, и да, это последнее, что было. Ну и вот недавно мы выложили новый эпизод про квир-кино и репрезентацию. Ну и просто к нам в телеграм-канал нашего подкаста. Там, да, написали гомофобный комментарий, и там начался такой вот конфликт. Вот это дурацкий вопрос, на самом деле, но он какой-то фундаментальный все-таки. Что действительно нужно по-настоящему? Как можно избавиться от гомофобии? Мирей, как думаете? Насколько вообще это возможно? Что для этого нужно? На самом деле довольно сложный вопрос, но мне кажется, в первую очередь не нужно бояться говорить о себе, продолжать также заниматься активизмом, как это делаем мы, реализовать различные проекты и просто добиваться равноправных прав. И со временем наше общество, думаю, изменится. Какой это должен пройти период и насколько активной должна быть эта работа, чтобы не было, просто, кибератаки, хейт, при том, что это люди собрались, они не вышли даже, то есть это не это не марш, да, прайд, который есть по всему миру вообще. Это просто закрытое мероприятие, на котором как ты говоришь, даже я первый раз слышу такой термин гетеросексуальные союзники. Просто союзники комьюнити, да. То есть, когда это даже закрытое мероприятие, но и то, которое огребло. Мне кажется, это еще связано с тем, что общество, в принципе, особо не понимает, что такое ЛГБТК+, идет какая-то стигматизация, нас часто сравнивают, допустим, в комментариях, если идет какая-то дискуссия, сразу приравнивают часто к педофилии, еще каким-то таким болезням и так далее. К извращениям, на самом деле, к перверсивному какому-то поведению, да. И на самом деле, гомосексуальность часто ассоциируется с педофилией. Почему-то. Я думаю, что... Я где-то читал, что это из-за того, что в слове педофилия и в слове педераст один корень. То есть это похожие слова. И у людей просто... это очень глупо звучит, да, сейчас? Абсолютно, да. Да, просто такая ассоциация. Это со времен идет, наверное, еще советских, я не знаю, перестроечных, 90-х. Вот и все. Это просто какая-то путаница в голове случилась, и пожалуйста. Почему вы решили делать такой подкаст? Какие, основные темы, которые вы поднимаете у себя в подкасте, и почему именно они? Вообще наш подкаст, он изначально нацелен именно на
сообщество, то есть на ЛГБТК плюс людей, не на гетеросексуальных людей, которые гомофобны и пытаются разобраться в этой теме. Нет, наша аудитория — это мы сами. И также мы стали более такими, что ли, узкими в этом плане и выбрали именно тему секс-просвета, потому что в целом в Казахстане, в Центральной Азии тема сексуального образования, просвещения, она не так развита, и даже если есть, то она все равно больше нацелена именно на гетеросексуальные Да нет, отношения. я считаю, что вообще нет никакой сексуальной культуры, нет сексуального просвещения. Ни в школах, Ну да. нигде, я в этом твердо совершенно уверен. И поэтому, да, я решила, что лучше будет именно нацелиться на эту тему, и заодно, ясное дело, мы будем обсуждать также и культуру, и в целом наше сообщество. Первый сезон был такой лайтовый, как понять, что я не гетеро, также про то, как подготовиться к квирному сексу, как предохраняться, про контрацепцию, про ИПП, короче, всякие такие важные темы, и также про идентичность, про ЛБК-комьюнити, это лесбиянки, бисексуалки, квирные женщины, в общем, про лесбийские секс-отношения, гейские секс-отношения, про асексуальность, аромантичность. Также во втором сезоне уже был эпизод с моей мамой, мы там обсуждали, как принять ЛГБТК плюс ребенка и отношения в целом ЛГБТК плюс ребенка и его родителя. Мама с радостью пошла на подкаст? Я бы не сказала, не то чтобы с радостью, но просто, или с чувством долга просто. Надо пойти и вот начать разбираться с этим мракобесием. Честно говоря, мне кажется, она просто такая спокойная. Да, если хочешь, то давай. Как-то так. Без какого-то негатива или суперэнтузиазма. Как-то так. Какие вот вообще у вас отношения в своих собственных семьях? Потому что это важная часть принятия, да, или непринятия в гетеросексуальном патриархальном обществе. Неприятие чаще всего начинается с собственных семей. У меня хорошие отношения с моей мамой. Я очень рада этому. Это не просто так сложилось. Мы работали над нашими отношениями. Ясное дело, там, особенно в мой подростковый период у нас были проблемы, да, как подростка и матери. Но сейчас все круто, она меня принимает, и мне в этом плане, правда, повезло. И, к сожалению, это должно быть нормой, но, смотря на нашу реальность в Казахстане, в Центральной Азии, это привилегия быть открытой и быть принятой в своей семье. И я очень рада, что у меня такая ситуация. Мутали, у тебя как? Ну, все не так просто. Как бы изначально, допустим, я не делал каминг-аут своим родителям. Вообще это такая тема. Ну, то есть, как бы я уже был какое-то время достаточно такой медийной квир-персоной, и я очень активно вел ТикТок, и у меня там было почти уже 100 тысяч подписчиков, и он был на такие квирные темы в основном. Но мои родители не знали об этом. Серьезно? Нет. Ну, типа, мне было намного легче вот так, ну, то есть как-то публично обещать об этом, но прийти и сказать родителям мне было очень тяжело. И, честно говоря, в какой-то момент я уже начал... Я так сильно переживал, я начал мечтать о том, чтобы кто-нибудь просто меня зааутил. Аутинг — это когда... То есть каминг-аут — это когда ты сам приходишь, говоришь, а аутинг — это когда кто-то о тебе рассказал, короче, да, запалил твою гендерную идентичность или сексуальную ориентацию. Так и случилось. Моя тетя, которая, оказывается, сталкерила меня в Инстаграме, в какой-то день ругалась с моим папой и показала ему мой Инстаграм, типа, вот смотри, чем твой сыночек вытащила занимается. козырь, да? Да. Типа, что ты тут мне предъявляешь? Короче, вот, а твой сыночек-то... Ну, было очень стрессово, потому что я не знал, как мои родители отреагируют, потому что оба моих родителя читают намаз, но при этом они, ну, то есть, как бы, они религиозные, но они не прям, чтобы вот как-то очень, да, во всей этой теме, но все равно. С папой у нас была прям ссора, мы прям поругались очень сильно, очень много кричали друг на друга. А с мамой и с остальными, у меня еще есть сиблинги, сестренка и братишка, ну, с ними все было спокойно. Я думаю, потому что они, в принципе, всегда догадывались, знали, и да, то есть, наконец-то такой confirmation, короче, пришел им. Вот. Единственное, мама сказала, что как жаль, что у тебя не будет детей. Я ей сказал, ну, то есть это так не работает, у меня могут быть дети, просто я их не хочу. Но сейчас эта тема вообще не поднимается у нас в семье. Ты знаешь, есть такое, родители как бы предпочитают, как будто бы, вот потом, если вдруг они об этом узнают, они предпочитают об этом не помнить. Я знаю людей, которые по несколько раз говорили своей маме, я гей, и она на следующий раз всегда об этом и забывала.
Типа. Очень Да, интересно. вот она просто как будто бы не помнила. Они опять по новой ей говорили, там, мама, я лесбиянка, или мама, я гей. И она снова у нее как будто бы отрубала память. Ну, я вот, например, с моей мамой я замечаю, что, допустим, если я начинаю говорить про своих парней или вообще что-то про свою личную жизнь, она резко меняет тему. Не хочешь То есть как говорить. будто, да. И я такой, ладно, короче, типа, ну, как хотите. Но, честно, иногда, вот, например, я замечаю, что это тоже отдаляет. Допустим, если Конечно. что-то вот в моей личной жизни происходит, я просто, ну, типа, не могу это обсудить, не могу это рассказать. Конечно. Как бы я могу, но я понимаю, что я не получу какой-то эмоциональный отклик, который мне нужен. И как бы я такой могу проходить через что-то сложное в личной жизни и просто не мочь рассказать. Не на кого рассчитывать. Это ужасно. Вы знаете, вот это меня вот ужасно на самом деле беспокоит. И вот тоже с этой точки зрения мне больше хочется говорить про молодежь. И хочется, чтобы у нее было больше поддержки, да, потому что я сама родитель, моей дочери 20 лет, да, и я с ужасом, вот, ну, как бы, для меня ее мир это целая вселенная, это мир, да, которому я дала жизнь, но это отдельный мир. И я хочу, чтобы она чувствовала себя безопасно, чтобы она могла прийти поделиться тем, что «мама, я влюблена», да, что «мама, я люблю». Или у нее будут какие-то сложности в отношениях, сейчас говорю, у меня аж слезы на глазах, что, понимаете, что вот она не может со мной поделиться, потому что там это мир, который я не готова принять. Нет. Это безусловная любовь родителей. И вот это ужасно, да, когда родители предают своих детей, потому что ты, и когда ты от него отказываешься и говоришь, что он не подходит под твои стандарты, ты предаешь своего ребенка, предаешь его, понимаешь? Ну, это жутко, и мне кажется, это, ну, честно говоря, для родителя это страшное преступление, предать своего ребенка. Это страшно. Мирей, расскажи про себя. Как у тебя с семьей? У меня на самом деле тоже довольно сложная история. Сложно? Допустим, я призналась своей маме о том, что я бисексуалка в 14 лет, и тогда моя мама отреагировала: да, хорошо, я понимаю, я удивилась, я долгое время жила с мыслью о том, что вау, у меня такая крутая мама, она меня так быстро приняла. Вот. Но 1,5 года назад, когда я как раз-таки вступила в нашу организацию, начала заниматься активизмом, я стала активнее поднимать эти темы, и выяснилось, что на самом деле она не приняла, и она сказала довольно такую ужасную и обидную фразу. Она сказала, что «я думала, это твои подростковые тараканы в голове, и они со временем уйдут». Сейчас она не до конца меня принимает, но я стараюсь ей не спорить с ней, не ругаться, а вот через позитивное влияние нашей организации на других людей, молодежь, показывать, что таких людей много, и это важно говорить о себе, и мне важно, чтобы ты меня приняла и так далее. То есть я советовалась с психологами, которые также сотрудничают с нашей организацией, делала различные посты, кстати, в нашей организации о том, как принять своего ребенка, и вот как-то через такой плавные диалоги стараюсь, чтобы она меня приняла. Вот здесь, мне кажется, какая-то вот должны как-то мамы, что ли, начать быть более активными, что ли, потому что, да, ну, потому что по большому счету речь идет о том, что вот, ну, говорить нужно с родителями. Хотя бы тогда, окей, открытых геев, открытых лесбиянок, у которых есть нормальные отношения с родителями, чтобы хотя бы родители начали как-то нести вот эту весть о том, что вот, ну, нельзя предавать своего. Это, ну, как, почему? Вот ты готов защищать, да, своего ребенка от, там, не знаю, от одноклассников, там, от плохих учителей, от ребят во дворе. А тут ты его не защищаешь, ты его просто предаешь. Это... Да, ну вот как вы говорили насчет гомофобии, как нам избавиться от нее, в этом плане, мне кажется, родители открытых квирных персон, они могут очень сильно повлиять Абсолютно, на ситуацию мне в тоже так обществе. кажется. Да. Ну, Да. мне кажется, это зависит от как бы такого типа личности, наверное, родителей. Конечно. Потому что, да, он как бы, например, мне кажется, для моих родителей как бы мнение общества, оно весит больше, чем там вот как-то больше там принять своего ребенка. А вот, допустим, мама Миры, она, ну, то есть она какая-то более свободная от какого-то там конформистского, там, да, каких-то конформистских ценностей, я не знаю. Вот, и поэтому как бы ей легче. Ну, то есть, да, то есть как бы... Мне кажется, это еще плюс зависит от окружения человека, от его изначальных взглядов на жизнь, вообще на общество. Мне просто в этом плане тоже, мне кажется, повезло с мамой, то, что она, кстати, тоже журналистка, и, ну, в целом, мне кажется, она достаточно либеральный человек, и поэтому, конечно, ей было сложно принять меня
у нее были там свои какие-то, возможно, фазы принятия, да, квирного ребенка, но в итоге она смогла, и сейчас я ее не прошу заниматься там каким-то активизмом, но она мне иногда рассказывает, что вот она сидит в Фейсбуке и видит какие-то гомофобные комментарии, и она начинает в комментариях, в общем, ссориться с этими людьми. Это мило, да. Это очень мило. В мой день рождения в этом году она тоже сделала пост в Фейсбуке и написала вот, что вот я горжусь своей дочерью, она открытая лесбиянка, она занимается тем-то, тем-то, у нее есть подкаст «Квирный сквирт», она занимается драг-искусством и так далее. И я тогда просто, я расплакалась, потому что это было так ценно и приятно, то, что моя мама гордится мной и может, и хочет рассказывать всем об этом. Поэтому, да, я аж прям сентиментально стала. Это очень трогает. Это очень трогает, очень трогательно. Наверное, да, многое зависит еще от родителей, да, и если это есть точно. Такие открытые родители, открытых геев, которые тоже могли, на самом деле, сильно могли бы повлиять на ситуацию. Ну, как бы очень большая роль у медиа, конечно же. Как бы до сих пор многие медиа не знают, как корректно писать, да, то есть про ЛГБТ вообще. И, ну, то есть они недостаточно осведомлены в этом плане. То есть какие-то материалы про квирность могут писать не квирные люди, которые абсолютно не имеют понятия. И плюс, допустим, у нас есть всякие медиа, которые поддерживают государство, да? Да. И там вообще, короче, там риторика такая, слушайте, что... ну это там прям мрак. Вот если взять повестку общую, да, информационную, это мрак. Это чудовищный мрак, потому что все упирается в итоге. Я промониторила, посмотрела вот публикации там последних лет на тему. Да, я сейчас молчу вообще про сексуальную культуру, вообще про просвещение, вообще про все это молчу. Вся повестка, она формируется вокруг каких-нибудь ультрарадикальных депутатов там, да, или каких-то общественных деятелей, которые раз в полгода, раз в год вылазят там вот со своей ненавистью, да, давайте сейчас мы запретим гей-пропаганду. Как бы совершенно не в состоянии объяснить, что такое именно гей-пропаганда вообще, это как. Но давайте запретим, там, все запретим, и вот на тему России. Сделаем как в России. Вот раз в полгода, раз в год. Это вот одна информационная составляющая. Вторая – это истории о том, как тяжело ЛГБТК+, не активистам даже, а просто людям, да, жить, когда кто-то из них все равно до сих пор подвергается прессингу в маленьких городах особенно, что могут прям преследовать, что могут прям угрожать. Собственно, это и все. Вся информационная повестка ЛГБТК+. Я понимаю, о чем вы говорите, и это правда так. Но мне кажется, очень важно, конечно, говорить о этих случаях насилия, нарушения прав человека. И мне кажется, если также сместить фокус в медиа на то, что «О, как классно квирным людям», то, что они делают, чем они занимаются, про это рассказывать и больше на этот фокус сместить, мне кажется, это позитивно повлияет на также восприятие общества в целом. Мирей, расскажите нам про Иду комьюнити. Как вообще эта инициатива появилась? Чем конкретно вы занимаетесь? Какому количеству людей помогаете и каким образом? Ну, вообще, наша организация была создана в 2021 году казахстанскими активистками и активистами. И тогда мы провели небольшое исследование. Там приняло участие 165 человек из Центральной Азии, из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. И мы выявили, что почти 40% сталкивались с каким-либо видом насилия, то есть психологическим, физическим, либо сексуальным насилием. И в основном почти 45% этого насилия происходило со стороны как раз-таки родителей, да, близкого окружения. И это связано также с финансовой зависимостью. И поэтому первая такая идея вообще нашего проекта была создание такого образовательного проекта для квир-сообщества. Вот. И на данный момент мы реализуем 3 проекта сейчас. Это как раз-таки образовательный проект, есть новый адвокационный проект, и сейчас запускается исследование
по квир-менструирующим людям. Я вообще являюсь координаторкой образовательного проекта ProYouth Academy. И в этот раз это будет онлайн-академия, которая будет длиться 4 месяца. И мы будем обучать таким направлениям, как мобилография, графический дизайн, основы бизнеса, финансовая грамотность и СММ. И также будем проводить еженедельные групповые психологические сессии. Прошлые 2 потока нашей академии были бесплатные, но в этот раз мы решили добавить вступительные взносы. Они стоят всего лишь 2500 тенге за все 4 месяца. Классно. Для выпускников этих потоков мы создали программу стажировок. То есть мы нашли организации и партнеры, которые открыты к ЛГБТК плюс персонам. Вот. И также стажеры будут получать ежемесячно зарплату 305 евро в месяц. Подпрограмма нашего этого проекта ProYouth — это Subsistence Program. То есть мы поддерживаем студентов. В этот раз у нас выделено только 7 стипендий для тех, кто сталкивается как раз-таки с насилием, с финансовыми проблемами и не могут покрыть свое обучение за учебу, но хотят закончить либо колледж, либо бакалавриат, и мы просто будем выплачивать им эту стипендию. Давай еще раз тогда прям про эту программу еще раз. То есть я гей, учусь в колледже, в университете, где-то, да? У меня не хватает денег заплатить за обучение, я могу обратиться в Edu Community и получить грант на обучение. Получите стипендию в размере 480 евро на 4 месяца и плюс бесплатные консультации с финансовым наставником. То есть вы проанализируете ваши финансовые привычки и сможете построить план на то, как стать финансово независимым от своих родителей. У нас заявки принимаются до 15 октября. Это очень круто. 7 стипендий есть. 7 стипендий на данный момент. Про образовательную программу можешь тоже подробнее рассказать? То есть о чем идет речь? Наша онлайн-академия, она также направлена на молодежь возрастом от 18 до 25 лет. Но в предыдущие 2 потока мы рассматривали людей и младше, и старше, зависит от ситуации. И в основном на регионы основан. И, в принципе, в нашем проекте могут участвовать жители не только Казахстана, но и всей Центральной Азии, так как академия проходит полностью в онлайн-формате. В этот раз она будет длиться 4 месяца, и у нас направление СММ, графический дизайн, основа бизнеса, мобилография, финансовая грамотность. И также большая потребность в психологических сессиях, поэтому у нас будет целых 16 групповых психологических сессий в течение 4 месяцев. По окончанию нашей академии будут выдаваться сертификаты, и в дальнейшем вы также сможете участвовать в наших программах стажировок. Когда мы говорим о стажировке в каких-то организациях, да, мы говорим о стажировке открытых геев, правильно? Да. Квир-людей. Квир-персон, да. Да? То есть, чтобы человек да. вот такой, какой он есть, ему не надо было там идти и пытаться подделаться под какую-то вот нормальность общепринятую, да? Нет. Мы также сотрудничаем с организациями, то есть мы отбирали, мы проводили с ними интервью, мы смотрели, есть ли там политика, антидискриминационная политика и так далее, проводятся ли тренинги. То есть мы относимся к этому очень серьезно, потому что безопасность наших участников, наших проектов очень важна. Были ли у вас, вы работали когда-то в компании, когда приходилось себя скрывать? Раньше, когда я начинал свою карьеру, да, я как-то не распространялся насчет этого. То есть я тогда, в принципе, не был открыт, да, то есть как-то более публично. Вот. Но я всегда работал в таких коллективах, я вообще рекламщик изначально, маркетолог, и поэтому это всегда более френдли среда. Прогрессивно, да, френдли, да, на самом деле. Сейчас я уже 4-й год фрилансер, поэтому как-то, не знаю, в этом плане, нет проблем. Часть проектов, которые я делаю, они, в принципе, активистские, квирные. Я знаю людей не очень близко, это не самый ближний мой круг, да, но я слышала такие истории, когда люди в офисах, причем это большие, серьезные организации, там банки, да, или крупные такие корпоративные большие компании, в которых приходится, люди, они много лет давным-давно понимают, что они геи, но не могут быть там открытыми. Если у них есть партнер, да, и они там зовут к себе домой друзей из офиса, понимаешь, партнеру приходится чуть ли не уйти,
Вот. Этим геям, там уже 1000 лет этим геям им все предлагают каких-то невест, там и что-то. Как бы люди живут, они уже вроде бы вот состоялись, да, большие профессионалы, работают в крупном, там, крутом бизнесе, но живут вот эту вот как бы не свою жизнь, когда ни коллегам, никому нельзя рассказать о том, что, ну, вообще-то у меня есть любимый человек, там, или я там, в принципе, не живу один, я живу с партнером уже как бы там достаточно продолжительное время. И люди себя скрывают, потому что не могут об этом говорить. Это очень характерно для миллениалов и для более старшего поколения. Это вот прям вот даже кучу знаю людей, которые, ну, типа, вот им за 30, и они как бы, они на вечеринки ходят, и у них как бы вообще все, как бы, друзья, окружение, преимущественно квирное. Но когда дело касается там соцсетей или работы, Работа, да. абсолютно. То есть как бы это все скрывается, и они родителям ничего не рассказывают. И то есть они как бы так и живут. Вот я искренне надеюсь, что это вот где-то на моем поколении и 35-летних где-то закончится. Но оно У вас потихоньку есть это заканчивается. ощущение, что вот закончится? Заканчивается. Потому что вот мои точно, ну, в смысле, вот люди моего возраста, как я уже говорила, да, это когда я реализуюсь, несмотря на то, что я гей. То есть как бы вот там вот так это. Я надеюсь, что это закончится. Вот вы как чувствуете? Ну, сейчас эта тенденция, она спадает, это точно, но в целом, мне кажется, просто некоторым людям, именно квирным людям, не обязательно, мне кажется, в целом делиться своей гендерной идентичностью, личной жизнью на работе, потому что это излишняя энергия, зачем кому-то что-то объяснять, когда можешь просто спокойно жить, как тебе комфортно, и я вообще не осуждаю таких людей. Нет, абсолютно. Если тебе с этим комфортно, да, Да, это, конечно, не так, что ты у кулера надо какую-то историю рассказать. А мы вчера классно потрахались. Там. Нет. Но просто когда ты... Эти два мира, они конфликтуют, да, как бы ты вот живешь двумя жизнями фактически. То есть там тебе приходится молчать о своей жизни, да, и молчать, там, не делиться с коллегами. Или точно так же, как с семьей, да, не делиться тем, что, ну, у тебя есть там какая-то жизнь. Да, вот вы упомянули корпоративную работу, как вот квирные Вот люди корпоративная там среда, скрываются. мне интересно. Я однажды работала вот в международном банке, и я не скрывала свою идентичность. И, в принципе, когда меня спрашивали, я говорила, ну да, там, я лесбиянка, да, у меня есть девушка. Вот. Но как-то люди сами потом просто не спрашивали еще раз, будто сами пугались, что-то такое, но я никогда не скрывала это. Вот. И был такой момент, что я вот сдружилась с одной коллежанкой своей, и она подписалась на меня в Инстаграме, а я помимо вот своего квир-активизма, я также занимаюсь драг-шоу. Знаете, что такое драг-шоу? Да. Вот. И она, в общем, увидела мое выступление, я выложила. И потом она начала писать гневные, гомофобные комментарии мне о том, что вот это очернение казахского народа, потому что у меня там перформанс был связан с казахской историей, да. И потом, да, ну она просто начала, короче, меня поносить. Вот. И после этого я пожаловалась в этот HR, вот, и они приняли меры, и потом передо Уволили мной... ее? Ее не уволили, но Выговор. она была амбассадоркой банка, вот, ее сняли с этой должности, ну, ее не увольняли, провели с ней профилактическую беседу, как мне сказали, и вот передо мной извинились и сказали, что вот, мы не допускаем дискриминации. Слушай, ну это очень круто. Но это Да. потому что международный банк, не казахстанский. Да, мне кажется, поэтому, потому что... Потому что там культура как бы международные. корпоративная в плане терпимости и всего остального, ну, как бы на очень высоком уровне. Хочу поговорить, все-таки вернуться, да, к проблематике и спросить у вас, знаете ли вы случаи, вот особенно вы, Мирей, когда людей пытаются вылечить от гомосексуальности. Потому что я знаю, что сейчас, после принятия вот этих последних, да, уже суровых законов в России, там очень развито сейчас, 21 век, да, казалось бы, вот это средневековье должно было давно в прошлом остаться, но там прям активно развивается конверсионная терапия, когда людей пытаются вылечить. Да, к нам обращаются с разными абсолютно проблемами. И здесь, наверное, как раз-таки упомяну наш новый проект «Queer Кукак»,
Это адвокационный проект, и мы как раз-таки документируем разные случаи насилия и так далее. И мы сотрудничаем с юристкой и помогаем представителям ЛГБТК плюс сообщества дойти до судов, помогаем в судебных разбирательствах и так далее. Также оказываем психологическую поддержку. То есть таких случаев на самом деле много в Казахстане. То есть кто-то лечит, есть какие-то организации, которые обещают вылечить вашего ребенка от гомосексуальности, условно? Касательно этого сказать не могу. Вряд ли есть прям организации, скорее какие-то отдельные Какие-то личности, бабки, возможно. Чаще всего мулла, да. священник, там, короче, мучают человека, происходят пытки. Я еще также документирую нарушение прав ЛГБТК плюс людей в Казахстане. Ко мне обращаются наши ребята, казахстанцы. Это могут быть также просто люди, которые находятся на территории Республики Казахстан. И у меня не было прям таких случаев, что приходит мулла, человека прям мучают, но все же есть похожие ситуации, связанные с конверсионной терапией, то, что родители пытаются навязать религией и таким способом изменить своего ребенка, сделать его нормальным. И это очень печально. Да, и я уверена, что таких случаев намного больше. Но это на самом деле это насилие. Это и есть настоящее насилие. А есть уже какие-то судебные, прямо судебный прецедент, когда суд говорит, выносит все-таки решение, что это насилие в отношении человека? Знаете, 3 года назад была ситуация, когда пара геев, они родители одного из них узнали о том, что он гей. Там какое-то прям преследование было. Да, было преследование. Эта пара, они хотели уехать, но они не смогли, потому что случилась пандемия, все границы закрыли, и они не смогли. И одного из, этот парень, как раз-таки, чьи родители узнали о его гомосексуальности, они заставили его пройти через какую-то операцию на мозг. То есть там какой-то у него был с детства какой-то диагноз, который абсолютно к этому не имел никакого отношения, и там не обязательно, то есть там не нужно было какое-то вмешательство хирургическое, но они думали, что из-за того, что у него такой диагноз, он из-за этого гей, и заставили его сделать эту операцию, и заставили потом его жениться на девушке. Его парень все это время, он, придал огласке всю эту ситуацию, потому что, его парень, он не выходил на связь, и он это все придал огласке, там у него, была юристка, они все это пытались решать, пытались что-то сделать. Еще эти ребята, они были не из Алматы. Они откуда-то с Запада были. И этот парень, он пытался это все решить, но ничего так и не случилось. То есть, получается, его партнер в итоге женился на девочке? И так и остался там. Все. Его родители его полностью контролируют, и вообще там непонятно, что у него, как происходит, и все. И никто с этим ничего не смог сделать. Господи, какой ужас. То есть была такая Вы ситуация. знаете, недавно было, совсем недавно, буквально на днях, наверное, было исследование, по-моему, журнал издание «Эксклюзив» опубликовал. Я не знаю, но есть такая организация «Калам», и она проводила опрос среди молодежи и пришла к выводам, что депрессивность казахстанской молодежи в 5 раз выше, чем в мире. Депрессивное состояние казахстанской молодежи, там, да, по-моему, цифра звучала чуть ли не в 5 раз выше каких-то мировых показателей. На самом деле это отмечается по всему миру, да, сегодня. Все говорят бесконечно про экзистенциальный кризис, про депрессию как общее состояние, да, про ментальные, да, всякие проблемы, на самом деле, в любом, даже самом развитом обществе. И есть масса каких-то объективных показателей. А в Казахстане даже эти мировые показатели, они превышены. Мне кажется, что отчасти это еще связано с тем, что, опять же, молодой человек, молодая девушка, она не может признаться, да, в том, что она гей, лесбиянка, в том, что нет этого понимания своей собственной идентичности, да, и вокруг есть только эти социальные какие-то надстройки, что она может, когда она должна это сделать, сколько детей родить, когда он должен жениться и так далее. Это ужасно, это страшно, потому что еще у нас очень высокие показатели в мире по суицидальности среди молодежи. И я думаю, что на самом деле отчасти это связано в том числе с состоянием ЛГБТК-комьюнити
и тем, что люди не чувствуют себя защищенными и не чувствуют себя понятыми на самом деле. Как, Мирей, что вы советуете и как поступаете, вот если поступают какие-то запросы из маленьких городков, да, потому что мы все-таки живем в большом городе, мы все формируем себе очень безопасную среду. Я знаю это там по своему окружению, да, у меня тоже не гетеросексуальное окружение, очень мало вообще гетеросексуалов среди моих друзей. Но мы находимся в очень безопасном окружении, мы ходим в безопасные бары, мы встречаемся и сидим в компаниях, которые нам нравятся, да, в которых нам комфортно, где нет, в принципе, гомофобов на самом деле. А людям, которые живут в маленьких городах Казахстана и подальше от Алматы, мне кажется, гораздо сложнее. Я с этим полностью согласна. И поэтому, наверное, мы занимаемся больше онлайн-проектами, хотя аудитория просит и побольше разных офлайн мероприятий. Но мы как раз-таки хотим ориентировать наши проекты на все регионы Казахстана и Центральной Азии, чтобы они были для всех доступны. И, допустим, если человек столкнулся с насилием и так далее, и он не может больше оставаться жить со своей семьей, нам часто пишут так ребята, что вот у меня произошла такая-то, такая-то ситуация, помогите мне, у меня нет денег и так далее. Мы связываемся с различными шелтерами, с психологами и так далее, и стараемся всячески оказать поддержку таким ребятам, потому что знаем, как трудно, в принципе, перебраться из регионов в более крупные города, а когда ты столкнулся вот с таким психологическим, возможно, физическим насилием, ты в большем стрессе находишься, и это, мне кажется, еще сложнее сделать. Поэтому мы стараемся помогать в этом плане тоже. То есть это прям реальная адресная помощь, ну вот условно говоря, как женщины, которые сталкиваются с насилием в семье, есть фонды, которые прям адресно помогают женщинам, вплоть до того, что увозят там их из дома в кризисные центры и так далее, да, то есть вы можете прямо обеспечить ему какой-то безопасный отъезд из семьи, из маленького города. Не напрямую наша организация, то есть мы больше именно про образовательные адвокационные проекты, но ребята из-за того, что у них есть такой запрос, мы помогаем им связаться с другими организациями, кто вот как раз-таки предоставляет безопасное жилье. Вот можете вы сейчас, какие-то партнерские организации озвучить? Ну, вот это вполне конкретная себе ситуация, да, допустим, пусть это будет город Туркестан. Прекрасный казахский город традиционных ценностей. Вот в Туркестане мальчик понял, что он гей, рассказал своим родителям, да, подвергается насилию, там папа бьет, позвали муллу, пытаются там его вылечить и все такое. Человек хочет, и ему нужна защита, ему нужна помощь от своей собственной семьи. Или вот как история, да, про которую Мутали рассказал. Что делать ему в этой ситуации, когда он в Туркестане, ему 20 лет, у него нет своих денег, и есть семья, много братьев, там, не знаю, сестер, да, и родители, которые не хотят понимать и принимать то, что он гей. Что ему делать в такой ситуации? Наверное, самое главное — не бояться обратиться за помощью. То есть наши социальные сети открыты, я думаю, ребята тоже, и если им напишут, мы постараемся всячески найти, не знаю, контакты людей, которые проживают в этом городе, которые готовы помочь пока что предоставить временное жилье, возможно. То есть самое важное — обращайтесь за помощью, не бойтесь. Вы не одни в этой ситуации. Нас много, мы друг другу поможем. Как вы, ребят, что вы можете сказать? Вот человеку, который сегодня сидит и думает, что Господи, 21 век, а он сидит и думает, что я гей, это приговор. Я больной. Так, меня мама с папой ненавидят. Во-первых, пока я не забыл, хочу сказать про то, что у нас есть такая инициатива, транс-инициатива, называется Almaty Q. И вот, кажется, в прошлом году они открыли шелтер для небинарных и трансперсон. Вот, например, то есть трансперсоны и небинарные персоны могут обратиться к ним. У нас в Алматы, я знаю, про квирный хостел, куда ЛГБТК плюс люди могут обратиться. Вот как Мутали сказал, Almaty Q, шелтер для трансгендерных людей. Также у меня есть небольшой список организаций, инициатив по всему Казахстану. Тут, конечно, не все города Казахстана, но есть там Костанай, Караганда, Астана, Өскемен, Восточный Казахстан, Павлодар. И там тоже есть различные организации, которые могут помочь, куда люди из других регионов
помимо Алматы могут обратиться. Но да, конечно, есть такая проблема, то, что эти организации, они в основном обустроены в Алматы, к сожалению, и в Астане. Вот. Но все-таки есть такие небольшие организации, они не такие публичные и известные, но все же, мне кажется, самое главное нам всем — это держаться вместе и информировать друг друга о том, что у нас есть такие люди, такие инициативы, чтобы остальные ребята могли обращаться. Ну вот вам пишут, вот к тебе обращаются ребята, ну, из регионов Казахстана, что, ну, не знаю, там, Мира, я лесбиянка, я не знаю, что делать там, как. Да, иногда пишут, ко мне обращаются, если столкнулись с нарушением прав или с каким-то гомофобным, ненавистным инцидентом, мы это дело документируем, регистрируем, и дальше уже от того, человек хочет дальше двигаться по этому делу, писать заявление. Чаще всего люди просто хотят задокументировать, чтобы это было в базе данных, да, и в конце года была статистика, какая ситуация происходит по Казахстану с квир-людьми. Но чаще всего ко мне обращаются и спрашивают, вот, где есть какие-то безопасные пространства, где можно классно провести время. И то, что я знаю, то я рекомендую. Вот. Но, к сожалению, таких мест мало. Даже у нас в городе, я бы не сказала, что супер много. Но, конечно, нам в городе Алматы в этом плане намного повезло, чем другим городам. Сейчас есть прям совсем такие пространства. Во-первых, будем честными, большая часть баров Алматы, вечерних заведений, скажем так, да, в центре, это все-таки гей-френдли территории уже. Да. Модные бары, да. Да, и есть еще и в любом случае даже закрытые какие-то, как комьюнити, да, как-то места встреч. Я знаю, что есть территории, где, чтобы это было не вечернее время и просто все не бухали. Там какие-то настольные игры, там быстрые свидания, да, вот это вот все. Это на самом деле достаточно развито. При том, что большая часть ресторанов и баров-то, в принципе, они уже давно гей-френдли. Алматы, да. Вообще Алматы живет отдельной жизнью. Алматы можно назвать квир-столицей Казахстана и, возможно, даже квир-столицей Центральной Азии. Абсолютно, я в этом потому уверена. что, в Бишкеке раньше тоже ситуация была очень классной. Вроде говорят, что в Бишкеке тоже. Да, но в Кыргызстане недавно приняли закон аналогичный, да, как в России, о пропаганде среди несовершеннолетних. То есть там ситуация сейчас, к сожалению, начала ухудшаться. И вообще Казахстан, он не только в Центральной Азии, он как будто бы, знаете, вот в таком в СНГ, в постсоветском, я сейчас не беру страны Балтии, то есть вообще Казахстан какой-то максимально сейчас квир-френдли, как будто бы, да. Окей, хорошо, спасибо вам большое. Подытожим, да, все-таки молодые люди, которые смотрят наш подкаст, живут в регионах Казахстана, в самых отдаленных его частях, знают, что они геи, лесбиянки, да, не надо там ничего пугаться и бояться. Вот вы не одни такие, это не болезнь. И мы надеемся, что вы сможете, если вдруг у вас какие-то проблемы, сможете обращаться к ребятам, сможете обратиться в организацию Иду комьюнити, да, и какие-то другие организации. Я надеюсь, что мы найдем Мира, и вы нам подскажете, и мы, может быть, дадим их там отдельно, да, где-то в описании. Вот, можете обращаться, задавать вопросы и на самом деле найти любую помощь, да, вплоть до конкретной финансовой помощи. То есть это не просто слова, это комьюнити существует, эта взаимоподдержка существует, что очень здорово. Вот, спасибо вам большое, спасибо за то, что вы делаете. Спасибо, Я что желаю позвали. вам успехов. Да, успехов вашему подкасту. Спасибо большое. Да.